Вы тоже можете как-то попробовать начертить свое. Ну, вот я вот, например, вот как раз от Пантелеймона начала, потом вот Петр, потом Алексей, потом он уже женился на Екатерине Гориновой. Я уже говорила, она была из крестьянского рода. И потом пошли вот ихние дети, потом это уже дети детей и так далее. Вот я дошла до своей мамы, потому что я считаю, что она вот последний представитель, который воспитывался еще в духовном как бы сословии, потом уже сословие-то ликвидировали. Так что в 20 веке вот уже... Может, о матери немножко. Это моя любимая глава в этой книге. Да. Я зачитывала с биографией матери, которая она даже была свидетелем того, как белогвардейцы приехали сюда в Всесоцк. Это ты про мою во маму. время гражданской войны. Да, это уже, конечно, по пожилом возрасте, но вы на нее похожи. Как раз вот в этом возрасте примерно она и писала свои воспоминания. Я просто сказала, ну ты напиши, что ты знаешь, хотя бы помнишь, потому что и вот то, что вот она написала, как раз в последнем номере «Ориентира», я уже говорила, опубликовали. Так что, если кто захочет, можете посмотреть. У мамы тоже, кстати, было 8 детей, поэтому вот у священников действительно семьи были большие. Вот и у прадеда 8 человек, потом у деда, ну, у деда поменьше, а вот мама тоже решила, вот пусть все будут, кто родится. Я самая последняя, поэтому у меня мама 904 года, а я уже послевоенная. А все мои братья, сестры, они до войны еще, конечно, родились. Поэтому вот я считаю, что вот самому младшему, так же как Иван Алексеевич тоже самый младший был, по-моему, ему больше всего досталась и любовь своей матери, вот Екатерины Ивановны Гориновой, потому что младшего всегда больше любят. И потому что называют поскребыш. Да. И он очень был привязан. Он уже и там, когда был в этом Туркестане, он часто вспоминал о своей матери, даже такое четверостишье было. Когда мне было 2 года, самым дорогим была моя мама. Мне уже 20 лет, а все равно самым дорогим человеком является мама. Ну, это в переводе, если так. Он на коме писал вообще-то. Так что вот, конечно, мама всегда самая дорогая для любого ребенка, мне кажется. Ну и она действительно отдавала, это Екатерина Ивановна Горинова, я считаю, что она много сделала для того, чтобы все ее дети все-таки выучились. И все ведь мальчики стали тоже священниками. Ну, Николай, правда, диаконом, он просто не доучился, он только духовное училище кончил, а кто кончал духовную семинарию, их уже назначали священниками сразу. Вот поэтому мой прадед как раз окончил Вологодскую духовную семинарию, и вот около 50 лет вот служил именно в этой церкви. То есть и места-то у них были потомственные, ну как сказать, они замещали своих, или отцов уже, отца не было, значит, сын становился. Но когда много детей, то, конечно, в одной из церквей уже мест не хватало, в другие места перемещали. Вот у моего дедушки сестра, тоже, кстати, Антонина ее назвали, это уже внучка Екатерины Гориновой. Вот она вышла замуж за Доброумова, священника. И вот, ну, так как он погиб в 1937 году, то его вот уже как бы канонизировали в лике святого. Так что вот уже я считаю, что наши семьи А есть фотографии, которые причислены к лику святых? Вот тут что-то есть? Ну, к лику святых К лику святых коми, да? Которых вот 17. Да, от нашей епархии, да. Да. Ну, так как я вот как раз уже с 90-х, с начала 90-х годов, как открыли наш архив, тогда ведь доступ сначала, раньше это был все-таки не каждому еще давали допуск, а вот в 90-х годах как раз поменялось все, и доступ стал свободный почти, да. И я уже там начала заниматься и много собрала именно по духовенству, потому что, ну, раз у меня много из духовенства родственников, то, естественно, меня это интересовало. И оказалось, что они между собой в каких-то родственных связях все, потому что было такое, что
вот закрытое, как сказать, сословие. Оно вообще-то даже не рекомендовалось им как бы выбирать жен или мужей из другого, ну, Со стороны. Да, со стороны, только из своего круга. Да, и это вот для того, чтобы, вот, например, тому же Алексею Куратову жениться на Екатерине Гориновой приходилось просить разрешения у вышестоящего епархиального начальства, чтобы как-то разрешили. Ну вот, видимо, добились они. Но бывало такое, что и из духовенства выходили некоторые, но не находили места службы и выходили в крестьян. Но это редко бывало. Бывало, но не так часто. Но натерпелись они, конечно, во время этих репрессий. Ну, гонений-то, да. конечно. Вы же знаете, что тут у нас более 100 церквей было, ни одной не осталось. К 40-му году, это же, конечно, естественно, и все священники были уничтожены. Кто, как. Ну, об этом я тоже тут вспоминаю свои, потому что здесь я решила те материалы, которые остались, вот, например, письма, которые переписку вели, тоже еще мои дяди, тети, вот их я старалась вот поместить, чтобы это как бы подлинные документы просто были, ну, изложены. Ну и мамины, естественно, воспоминания вот тут тоже вошли. Вот уже в старости мой дедушка совсем был слепой, с бабушкой они жили в Зеленце, а потом бабушка уехала в Ленинград. И Сандра тоже в Зеленце работала, вот девушка А, Куратова, вы да? тоже знаете, да? Да, Профессорница, это тоже да. меня очень заинтересовало. Интересный факт. Я, кстати, нашла даже, когда она умерла, она ведь в Зеленце похоронена. Да, да. Но она, тоже судьба у нее не очень складно как-то получилась. Она после... Мама сначала умерла, а потом и отец умер. Зеленецкий священник, он тоже священником был. И рано очень, и 3 детей осталось. И взяла их тетка по матери, здесь в Усюсольской жила, в городе. И вот она постепенно выдала их замуж. Выдала она его за Тарабукина, тоже священника местного. Они, правда, в Яринске потом жили, но он тоже что-то очень рано умер. И так как она вдовой осталась с ребенком, то она просто вернулась обратно сюда. И так как она все-таки числилась при Зеленецкой церкви, так как отец там служил, то ей там дали место, видимо, сначала просвирней, это которые петлитеры, просвиры. Это тоже как бы такая должность была, за нее платили, видимо, что-то. А умерла она уже в 20 веке, по сравнению с Куратовой, например, долго прожила. Но она и была младше Куратовой, она на 10 лет почти была младше. Она была, да. И метрические записи все сказано, что вот она похоронена на церковном кладбище, что и кто ее хоронил, и отпевали, естественно, тогда еще. Так что вот она. Ну и с Куратовым они и расстались именно из-за того, что Сандра принадлежала. Нет, но она тоже духовному сословию принадлежала, так как отец-то был священником. Нет, им, в общем-то, ничего, не знаю, ничего не препятствовало, но просто тетка не хотела давать замуж за простого учителя. Учителя тогда тоже мало получали. И она хотела, чтобы он все-таки сам принял священнический. Священники-то все-таки немножко лучше как бы материально жили. Ну, а он не хотел. Он, видимо, уже как-то вот с юности нацелился на то, что он будет вот литературой заниматься, поэзией, но он, кроме этого, и занимался еще и грамматикой, то есть он сам хотел вот эту коми-грамматику составить, чтобы можно было это учить детей на коми-языке. Так вот получилось, что пришлось уехать. Ну, уехал, потому что там, конечно, и заработки были лучше. Он даже помогал своим, например, братьям, чтобы вот у Афанасия тоже очень много было детей, он жил в Межадаре, и он им высылал просто денежное там, пособие. Даже после его смерти какое-то у него все равно осталось там, ну, имущество, и распределили между 3 братьями. В общем, один в Печоре служил, ему попали в основном книги, библиотека, то есть его ну, как экс-либрис, или что там помечено будет, что именно из библиотеки Куратова Ивана.
А здесь Афанасий уже он получил материальную, видимо, какую-то денежную помощь. И Николай еще. Это у них какие-то небольшие трения были, потому что по переписке видно, это тоже в архиве все сохранено, что Николай, видимо, немножко их как-то сначала обделил, потом обратно, видимо, разделили. Анна Георгиевна, может, назовем несколько родственников таких исторических личностей, как Попов Иван Михайлович. Да, Он очень близкий родственник Куратова. Я хочу обратить внимание, насколько эта семья сохранила прекрасно документы, письма, всякие удостоверения, фотографии. Это же не каждый может все это столько лет из рук в руки передавать. И такие прекрасные фотографии остались тут. И, между прочим, вот Попов Иван Михайлович, это первый комик-геолог, он очень образованный человек, и очень жаль, что он, когда его выслали в Воркуту, где он и умер, и до сих пор неизвестно, какой смертью он погиб. Ни за что парня там увезли, репрессировали, и неизвестно, да, как дальше сложилась судьба, и как он даже умер, где его тело, тоже неизвестно. Вот тут прекрасные фотографии, ну, в общем, Анна Георгиевна, Ну, несколько просто слов. действительно, я вот считаю, поэтому эту книжку я тоже Трогает своими эта жизнь. силами, как смогла, маленьким, конечно, очень тиражом подготовила, потому что я сама Тоже сама в 90-е годы меня разрешили какое-то время позаниматься в архиве ФСБ. Ну, и о своих-то родственниках не хотелось узнать. Ну и вот там не нашли его дело. Я это дело полностью переписала. А меня заинтересовало еще потому, что он сам обращался к Берии, что он не виновен, почему его арестовали. И очень подробно описывает всю свою жизнь, начиная с детского, ну, в смысле, с становления, где он учился, и где он работал. Тут